В рамках спецпроекта «Весна на НВК» несколько съемочных бригад побывали в Тампонском районе. Чем живут и дышат жители, расскажем в репортаже. В окружении удивительной природы, характерной для Якутии, с ее бескрайними лесами, реками и горами, находится поселок Джибари-Кихая. Здесь население около 1000 человек. Когда-то этот населенный пункт был полон жизни и надежд, но сегодня он сталкивается с серьезными проблемами, которые волнуют его жителей. Шахта Джибари-Кихая своими производственными показателями гремела в стране. Сюда за опытом приезжали многочисленные делегации со всего Союза. Шахта была основным бюджетообразующим предприятием района. До 2017 года в поселке проживало около 6000 человек. На сегодня по факту 450. На отток населения повлияла и трудная транспортная логистика. У нас с середины апреля и до конца мая. Мы бездорожье у нас, поэтому загружаем, затариваем, все привозим, стараемся для людей как-то, потому что сейчас у нас другая обстановка, столовой у нас нет. Проблема, с которой ежедневно сталкиваются многие жители поселка в быту – это угольная пыль. Но работу промышленности не приостановишь, а системы очистки отходов нет. По словам местных, здоровье жителей стремительно ухудшается, а в больнице дефицит медицинской техники. Очень много хронических больных, очень много пожилых регрессников, которые здесь до сих пор живут. Здесь у нас аппаратуры практически нету в больнице. Когда-то развивающийся полностью благоустроенный поселок Шахтеров с современными объектами соцкультбыта сейчас переживает нелегкое время. У Центра культуры и досуга 1969 года постройки капитального ремонта не было с момента строительства. В учреждении культуры расположились клуб, актовый зал и библиотека. Ремонт частично мы сами своими средствами делаем, но с каждым годом усугубляется только у нас положение. Мы хотели бы сделать ремонт, утеплить здание, чтобы к нам больше народу ходило. С прошлого года в поселке внедрен механизм умного сжатия по сокращению пустующего жилого фонда. Этот пилотный проект пока запущен только в Джибари-Кихая. 16 квартир готово. Под замок уже могут зайти и жить. А так сходу работу все завезено, завозили материал на весь объем работы. Поселок является горнодобывающим центром. Угольный разрез, ранее шахта, на протяжении 84 лет обеспечивает теплом многие районы Якутии. В период летней навигации уголь доставляется по реке, а зимой по автозимнику. Угольное предприятие – это градообразующее предприятие, но хотелось бы, чтобы они поактивнее как-то участвовали в помощи к нам. Председатель правительства в 2021 году приезжал к нам, дал поручение, но, к сожалению, до сих пор соглашения никакого нет. Это была бы нам большая поддержка и помощь. Якутуголь – одно из крупнейших угледобывающих предприятий Дальнего Востока. В состав компании входят разрезы, расположенные в городе Нерюнгри, поселках Кангаласы и Джибари-Кихая. На протяжении многих лет месторождение Джибари-Кихая является основной территорией добычи каменного угля. До 2017 года работы производились под землей, в шахте, а затем предприятие перешло на открытый способ добычи угля. Только в прошлом году 265 тысяч тонн угля добыто. Это на 16% больше, чем в позапрошлом году. Сотрудники разреза добывают уголь 24/7. Днем и ночью работают экскаваторы, погрузчики, самосвалы БелАЗ. Последний весит около 40 тонн, а загружает в себя 55 тонн угля. Водителем махины является Роман Ионин. Он родом из Хакасии. На предприятии работает вот уже 6 лет. Мне нравится, мне эта работа затянула. Я с 2005 года работаю на БелАЗе. В принципе, 20 лет стажа. Моя это все, как говорится, стихия. Вот и все. Из-за климатических условий Якутии основную массу населения поселка составляют люди, проживающие и работающие десятилетиями. Представители семьи Черниковых работают в Джибари-Кихая вот уже 163 года. Вячеслав Черников работает на угольном разрезе 14 лет. Его династия началась с деда, который работал на шахте. Дед работал на этом предприятии. Отец с 16 лет в кузницу устроился, работал.
здесь. Ну и потом уже, соответственно, дядька, отцовский брат, работал здесь на шахте помощником Акшейдера. Ну и мы, соответственно, как выросли, здесь поддерживаем. А так нас 6 братьев на данный момент работает. Сотрудники разреза создали ремонтную базу для поддержания в рабочем состоянии горно-транспортного оборудования. Всего в предприятии трудится 205 человек. В этом году в планах у тампонских горняков увеличить объем добычи угля до 290 тысяч тонн. Несмотря на богатые запасы, которые когда-то обеспечивали процветание всего Тампонского района, сегодня поселок Джабарики-Хая испытывает острый дефицит средств и внимания для решения насущных проблем. В Хандыге живут около 6 тысяч человек. Там расположены школа, библиотека и дом культуры Манчары. На базе клуба занимаются более 300 хандыгчан, а места всем не хватает. В Хандыге живут невероятно талантливые люди. Танцоры, певцы, поэты. Местная жизнь просто бьет ключом, культурная жизнь развивается. Но вот единственная проблема большая – в Доме культуры не хватает места. Общая площадь равняется 270 квадратным метрам. Сценические костюмы, реквизиты расположены в этом узком пространстве. Ну а юные таланты делят хореографический зал между собой. Несмотря на это, участницы детской студии бального танца очень любят заниматься там. Зал маленький, но хватает места. Мне нравится, потому что я люблю танцевать. Мы участвовали в концертах, соревнованиях. Мне нравится танцевать, потому что я очень красиво танцую. Дом культуры Манчары в Хандыге единственный. Он открылся в 2007 году. До него там располагалась художественная мастерская в здании 1982 года постройки. Самая главная наша проблема на сегодняшний день – это низкая температура зимой. Вместимость зала 75 человек. Этого, конечно, нам очень мало, не хватает, потому что когда у нас проходят большие творческие вечера, концерты, зрителей доходит до 150 человек. В таких условиях действуют 28 объединений, среди которых волонтеры свои тампо. Они регулярно помогают бойцам и посвящают им песни. Когда наши ребята нас видели, конечно, это было очень для нас, наверное, как-то, знаете, вот все волнительно, так же и для них. Там просто встречи до слез. Песни, конечно, мы поем, естественно, патриотические, потому что, как бы, вот, чтобы поддержать наших ребят. И когда проводятся у нас в клубе какие-то концерты, вот эти все сборы идут именно в поддержку наших ребят. Помимо этого, волонтеры шьют теплые вещи, маскировочные сети и носилки, собирают гуманитарную помощь, периодически ездят на передовую. Жители Хандыги очень ждут новый дом культуры. В настоящее время уже разработан проект, который учитывает все необходимые изменения и улучшения. Проектно-сметная документация очень интересная, на 300 мест. Там включает кинозал, кафе, помещение под музей. Также хандыгчане подали заявку на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Напомним, в Тампонском районе в 2028 году пройдет ИСЭ Холонхо. К этому времени местные жители надеются на новый дом культуры. В Хандыге развивается не только культура, но и индивидуальное предпринимательство. Там ведет свою деятельность сельскохозяйственный кооператив «Томпо-Ас». В 2019 году он открыл свои двери и за годы работы расширился. Мясо предоставляют фермерские хозяйства района. Кооператив производит фарш из говядины, суповые наборы, котлеты и тефтели. Продукция производится для продажи населению, а также для школ и детских садов района. Субсидия ежегодно на закуп мяса говядины. Имеется субсидия в размере 70 рублей. Это выделяется в Министерство сельского хозяйства. 70 рублей это... мы считаем, недостаточно. Чуть больше было бы, для развития производства лучше было бы. Также в Тампонском районе более 500 переселенцев получили ключи от квартир. Долгожданное новоселье жители отпраздновали благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». В Тампонском районе в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья необходимо перевести порядка 3000 жителей. На сегодняшний день в районе введены и построены 12 многоквартирных домов, 7 из которых находятся в поселке Хандыга.
Любовь Маслова, жительница Хандаги, в декабре 2024 года получила ключи от долгожданной квартиры. Приятные хлопоты по обустройству сейчас закончились. Всю свою жизнь она жила в деревянном доме, а ей 74 года. Конечно, я благодарна нашей администрации за такую шикарную квартиру, потому что одной в холоде жить там в аварийном доме, это, конечно, нереально было. За приятной беседой мы узнали, что у Любовь Георгиевны 3 взрослых детей, 12 внуков и 6 правнуков. Они периодически заходят в гости. Новая мебель, санузлы и техника. Изъянов никаких, рассказывает хозяйка. Однако соседи все же сталкивались с тем, что в квартире было холодно. Прохладно было у кого-то, просто техники пришли сделать. А полы теплые, нормально, не холодно? Полы у меня вообще теплые. Еще в одну новую квартиру заселилась Светлана Моторина, которой 76. Из аварийной двухэтажки она выехала последней. Переехав, Светлана Максимовна все свободное время уделяет творчеству. В новой квартире она заметила лишь один недостаток. Плохо, что балконы не застекленные. Вот, потому что зимой сажа, грязь, а у меня собака туда хочет. А так все хорошо, тепло, вода. Всего в Тампонском районе в 2024 году 534 человека переселены. Им было предоставлено 220 квартир, из которых 92 в Хандаге. Полы ровные, видите, полы, стены, потолок ровные. А вот семье Васильевых только предстоят приятные хлопоты. Трехкомнатная квартира пока не обустроена. Любовь Васильева решила подарить квартиру своему сыну, у которого уже своя семья. Мы хотим, конечно, сейчас здесь сделать, постелить кафель, здесь, значит, ламинат постелить. У нас будут здесь дети жить, поэтому мы готовимся вот к большому, так сказать, ремонту. В этом году продолжается строительство 4 жилых домов. 2 из них в Хандаге, остальные в Креск-Хальджае и в селе Кескил. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» при реализации действующей республиканской адресной программы у нас в Тампонском районе будет ликвидировано 156 аварийных жилых домов. Общая площадь составляет более 57 тысяч квадратных метров. Дворы также облагорожены. Сделаны подъездные дороги, обустроены парковки, установлены площадки. Этап переселения 24-25 обещают завершить к 1 сентября этого года. В Тампонском районе в селе Новый строится школа на 80 мест. Общая площадь составит порядка 2000 квадратных метров. Первая свая была забита в апреле прошлого года, а сдать объект в эксплуатацию должны в конце текущего. Ну а пока школьники по сей день учатся в здании старой школы и каждый день сталкиваются с трудностями. Школа с риском для жизни. Во время учебы из-за холода внутри школьники не снимают верхнюю одежду. Крыша течет, батареи не греют, а стены и вовсе разваливаются. Я очень жду новую школу. Хотелось бы новый спортзал, актовый зал, новый класс, теплый класс. Аварийное состояние объекта связано с тем, что в 2001 году случилось наводнение. Школа стала опорным пунктом для передержки животных и посадки вертолета на крыше для спасения людей. Сегодня в школе закрыты кабинеты информатики, химии и спортивный зал. Очень, конечно, жалко, что кабинеты у нас закрытые, но все это мы предполагаем, в новой школе еще лучше будет. Мы все равно ждем, и все отлично будет. Несмотря на проблемы, процесс обучения не останавливается. Ребята регулярно принимают участие в различных конкурсах, конференциях, соревнованиях и занимают призовые места. Мне нравятся все предметы, особенно ИЗО и английский. Я хожу на танцы, кружок, и летний рисунок там ходить. Я очень жду новую школу, мне нравится там все. Строительство нового здания находится на первом этапе. По словам главы Нгинского наслега Рената Шарипова, всего на это должно быть выделено порядка 400 миллионов рублей, из которых на 180 закуплены материалы, возведены каркас и крыша. Строительная готовность составляет чуть больше 30%. Проблема в том, что на данный момент еще финансирование не определено. Но очень ждем, что нам помогут республика, и строительство школы будет завершено в следующем году. Помимо школы, в этом году начнется строительство 8-квартирного дома по программе переселения из аварийного жилья. Также в поселке расположились детский сад и парк отдыха.
селе Новый Тампонского района проживает около 400 человек, ну а в школе учатся около 80 школьников.